Абзира шимас хатырскот или хупшсан шарат шахупшута дыратара апсуатшаз хом. Ехепех тыжим таджа харады хардырует акуакалакин хо атапхасир Эльвира Бираепха. Избан ларат залахыз. Акым ахункарат успартаджа усылует, юба, лхат машина лымоп ибзини нукулцует апхара козыги друкнукует, убаски машина кахер алхала ташокларгылар лылшойт. Хпа лара лхатус далагет пшба агу халал рапешкара керас дацхрауит абар лара лтурхшуго. Эльвира Бираепха туризме сервисы Ростовской университет даучтым топ. А ресторан куирует холо бизнеса обхоккала занации лемо. А экология псабарах черир захунткара пейла качоус урадалагет лзарана хлыркша аштах яразнак. Убрейна варгыла на аспирантура гидалгет. Ожезы а диссертация ахчерал шизыгалзует. А экология псабарах черир зайла качал на позлаку, а псны его хапкарт царазах тулах ява спелеология губку один рытара ауп. Лажа курыла, а дуне квак козыгирхан пяхтулах явар хапхазара рачоу. Самое интересное была спелеологическая группа из Польши. Вот. Поляки, очень интересный народ, они исследовали пещеру Ворония Крубера. Между прочим, занесенная в книгу рекордов Гиннесса, она самая глубокая в мире, находится у нас. И в основном, конечно, исследуют ее и все, что находится на плато Арабика. По положению посещения карстовых полостей главное условие – это название пещер или залов, которые они дают вновь открывшимся пещерам или залам. Это обязательное условие, то есть на абхазском языке. То есть потом перевод на русском, естественно. И уже открыли один зал, называется Аяйра. Ахапкот иззау, анаюсан ярыш твитер наука тусун таква, уртайлака джирапхи и тырцауит. Эльвира ехазал на пияну ауст зылгазал за анат ишацухаруги, лара дарил гопхойт, абхака гиян лыжер цылгуй тадзам. Спелеологические группы приезжают круглый год. Ну, конечно, ближе в тот период, когда вот не лежит снег в горах, естественно, зимой поменьше. Но по моему опыту, сколько я уже здесь работаю, как я заметила, вот в этом году, ну, вернее, в 2017 был спад. Меньше спелеологических групп приезжала так. Вот в этом году было, вот просто я веду же нумерацию, как бы по ней ориентируюсь. Вот я выдала 17 разрешений, и в каждом разрешении, ну, группа состоит из 7, ну, максимум 12 человек. Ну, в смысле, 2018 сейчас пока не беру, 17 год, а с 2018, если честно, пока никто. Аретыпхахым падалам тагирака экология псабарах черерела качил хылгойт, а харака лусуранах флыркшалак ил машина днактуана тцойт айгва ялырты злыткянах. А машина сыма мыздги сузко срехтазомыз толпойтлара. Я айткыла на пшишук сацуэтылхат машина псхылку иште. Уи арнук царала бил ерцет, даны хучезин аркнадаз шыламхан. А кытарах янцоз шухуч зазлабишем хыдыкту на машина арнук царал чазылшун. Ус матьмачил на пахи ялгет. Нас яхту ацарат талана амет пхарако гилцет. А машина курахилыму обзие бараза лап табу пхаялхойт. Вот это моя первая машина, как бы 4 года я на ней езжу, а так до этого на папиной машине там я могла поехать. На него, правда, намного больше. Вот, считается грузовая. Но я как бы научилась на ней, грубо говоря. А на какой ты машине, говоришь, ты училась? На спринтере. Мерседес Спринтер. Я на самом деле теперь убеждена, чтобы научиться ездить, чтобы чувствовать габариты машины, нужно ездить на большой машине и на механике. Когда ты ездишь на механике, ты на самом деле, ну, ты представляешь работу машины в целом, как она работает. Я сама выбирала, у меня машина очень, таких машин в Абхазии, ну, наверное, машины 3 максимум, если 4-я не появилась, не потому что там она там дорогая или какая-то очень эксклюзивная, потому что как бы этот бренд, как бы он в Абхазии еще пока не появился. Это корейская машина, сборка немецкая и собрана на по лицензии Mercedes. А мотор и коробка у меня как бы Mercedes. И вся ходовая часть
Вот, у меня тоже Мерседес. Во-первых, машина дизельная. Это не редкость, да, но просто дизельные машины у нас в Абхазии не очень любят покупать и обслуживать, потому что у нас очень мало мастеров, которые могут обслуживать дизельную машину. В принципе, в ней все так же, как и на других машинах, там по ходовой части, просто мотор дизельный. Он очень капризный на самом деле, но он капризный в том случае, когда ты, грубо говоря, не ухаживаешь за ним, не делаешь те процедуры, которые нужны, то есть не меняешь фильтры топливные, не следишь за своими форсунками. Я думаю, многие дизелисты, которые сейчас слушают, поймут. Это вообще головная боль просто. Но если ты все наладишь, то будешь очень долго ездить и радоваться. Какой-то посторонний шум, который не должен быть, человек всегда услышит. Но кто-то обращает внимание, кто-то нет. Я очень обращаю внимание. Я уже, да, если у меня что-то стучит там, да, сзади, я понимаю, что это уже по ходовой части. Если у меня какой-то звук, который я не знаю, с мотора, это значит уже что-то у меня с мотором, естественно. И, конечно, я сейчас не поднимаю машину на подъемнике, не кручу там, ну, то есть я знаю, что нужно поменять, как нужно поменять, какую запчасть заказать. Ну, просто физически я, конечно, это не могу сделать, потому что я девушка. Вот. А так, конечно, я такие мелкие, я могу спокойно сама сделать. Эльвира излал хуала машина нал хозлани лаби гуйбара камцакуна цхара лыртет лугураргейт амюши халуа машир кваркуда зат гылоларел хойт араqa ихаду апқара кварукну қвара аупнаски атсакра атахцам сан знызынла машир қабымцан хусал халойд ахилдырует ицсакныс шымнақо а машина чырбагас акумкон суғыз кварзы хвартаны ишсымуха азгуалтойд. Мужчины, допустим, не доверяют женщинам, но девушкам, да, когда они ездят в машину. Как ты думаешь, почему? Потому что, если честно, я тоже так считаю. Хотя я сама за рулем, но я тоже так считаю. У нас, у девушек, реакция очень вот медленная. Мы вот очень медленно, если будет какая-то, не дай бог, аварийная ситуация, мы реагируем медленнее мужчин. Потому что я считаю, что я просто это все склоняю к природе. Это мужская природа. Мужчины же не умеют краситься, грубо говоря. Вот это все-таки природа, я думаю. А так женщина должна сидеть рядом, я считаю, за рулем. Кто-то мужчина, она рядом. Но по статистике все-таки чаще ДТП происходит, да, с мужчинами. Потому что девушки, они осторожнее. Ну, они, конечно, реагируют медленнее там, на всякие аварийные ситуации, но все равно мы осторожнее, там, не гоняем в основном, да, быстро не ездим, не пытаемся проскочить где-то между машин. Все равно мужчин это больше, естественно. Вот за это я думаю, что ДТП с девушками и женщинами как бы это намного реже, потому что мы аккуратнее в самой езде. Вот ты как водитель, вот как ты думаешь, какая главная все-таки, какие главные проблемы вот на дорогах? Почему ДТП происходит? Главная проблема на дороге, знаете, у нас в Абхазии. Я езжу за рулем и в Сочи. Я выезжаю, ну, правда, не одна, но как бы за рулем я. Я там замечаю, что намного проще ездить, потому что там все ездят по правилам. Вот они стоят, никогда никто никуда не полезет, никто никого не обгоняет. Ну, конечно, бывают случаи, но все равно статистика у них такая. А у нас все-таки вот, я не знаю, каким словом это назвать, но вот мы любим лихачить, мы не соблюдаем никаких правил, потому что большинство эти правила просто не знают. Вот, не включаем поворотники, это вообще главная проблема, мне кажется. Можем проскочить на красный. Но вот мы относимся к езде как не к каким-то правилам, что-то какое-то правило дорожного движения, а просто вот выпустили на дорогу. Мне кажется, вот это самая главная проблема — несоблюдение правил и неподчинение.
Абжьым зраԥхьа Эльвира иаалыртит адәқьан, аха амаҭәеи афатәқәеи ахьырҭиуа акәымкәан, амашьына ахәҭақәа рыдәқьан. Абжьааԥны аҭыԥҳацәа рмашьынак анахьлак, ахацәа роуп знапы ианырҵо уи аиқәыршәара. Эльвира лакәзар лаб дизымԥшӡакәан, аремонт ахьазыруаз лхала илгон, уи аҟазацәа драцәажәон, ус амашьына иаҭаху ахәҭақәа зегьы лҵеит. Убысҟан абас еиԥш иҟаз адәқьан аартра лхахьы иааит. Ухатәы уаналаго ҳәарада аԥара умазароуп лҳәоит аҭыԥҳа. Лара лзы зегь реиҳа иуадаҩыз аҭиҩ аконсультант иԥшаар акәын. Длыԥшааит уигьы дҭыԥҳауп. Ажәакала Қьырала ахыбра лгеит, абаршьҭа абжьымза инареиҳауп адәқьан ашәқәа аалыртижьҭеи. Посоветовалась, естественно, вот с мастером. Я за это ему очень благодарна, за то, что мне посоветовал, какое именно направление. Вот у меня расходные материалы. Это такая вещь, которая, как бы, она, ну, грубо говоря, в любом случае нужна. Это масляные фильтра, которые обязательно идут под замену вместе с маслом. Вот наверху стоят масла. Масла тоже бывают очень много видов. Они делятся на вязкости. Вот у нас, в принципе, есть все. Тормозные жидкости, антифризы, воздушные фильтра, топливные фильтра. Это все то, что нужно менять. Вот, это не запчасть, это расходный материал. А запчасти у нас в основном на спринтера, Mercedes Sprinter, и на минивены. А так мы как бы привозим любую запчасть, но у нас всегда в наличии на спринтера, потому что, ну... Потому что вы учили да. на спринтере, да? Наверное. Да. Решили поддержать всех тех, кто да. до спринтера, да? Ну, может быть, да. Так что и вся автохимия, абсолютно вся автохимия, автокосметика, то есть дворники, ну, все то, что вот человек, когда зайдет в магазин, он, в принципе, все можно здесь найти. Я пытаюсь, по крайней мере, чтобы у меня был очень большой ассортимент. У нас уже есть страничка в соцсетях, нам пишут, и как бы даже на страничке, когда мне люди пишут, там, ну, в основном парни, естественно, там спрашивают за какую-то запчасть, они пишут, ну, ты понял? Ну, то есть они уже подозревают, но нет, они уверены в том, что это мужчина там или кто. Я пишу, понял. Чаще, конечно, спрашивают по ходовой части. Ходовая часть как бы автомобиля — это всякие сайлентблоки, резинки, амортизаторы, стабилизаторы, как бы ходовая часть, потому что все равно наши дороги, вот, так что в основном только это и фильтра, конечно, масла. Еиҳарак агәахәара ду лызҭо, лхала адәқьан даныҵагыло ауп. Дар илгәаԥхоит аахәаҩцәа рымаҵ-аура, рабжьгара. Асабшеи амҽышеи лхатәы узқәа анлымам, арахь даауеит, лхала дыхәаахәҭуеит. Две? Да. Так. Вот. Егьи сызхатәыс иалагарц зҭаху зегьы ирабжьылгоит, имшәакәа иалагарц, илҳәоит аҳәынҭқарра аганахьала ԥынгылақәа шыҟам. Лара хаҭала ҩыџьа ауаа аусурҭа аҭыԥла иқәлыршәеит, есымза изыхәҭоу аусбарҭақәа рҿы илшәоит ашәахтә. Самое главное — это налоговая, ну, как бы предоставить туда информацию о том, что вы работаете. Если, например, ну, вы сами не предоставили, я думаю, налоговая сама придет к вам, как бы. А так, единственное, вот в налоговую мы ходили, и все. Выгодно все-таки? Ну да, выгодно. Сейчас, понятное дело, что это не приносит большие, огромные деньги. Ну и в убыток. Ну и в убыток, естественно, да, я не работаю. Но вот как моя мама говорила мне изначально, когда я начинала открывать, она всегда вот мне говорила и по сей день, что вот то, что приносит прибыль, ты, ну, грубо говоря, не трать, там, ничего с этими деньгами не делай, ты опять же вкладывайся в магазин. То есть первый год, 1,5 года ты будешь работать только на магазин. В принципе, я так и делаю. Я покупаю все больше и больше товара на те же вырученные деньги от магазина. Эльвира лыдәқьан азааигәара иҟоуп акәыр ҟаҵарҭа. Уа ус зуа амашьына иагу иабзоу ҟазҵо лассы-лассы драцәажәоит. Есымша амашьына иадҳәало иҿыцу акы еилылкаауеит. Арҭ аҷкәынцәа ирҿысҵааз рацәоуп лҳәоит. Шьҭа амҩа санықәыз сшәаӡом, смашьынак акәхаргьы схала иҟасҵартә сыҟоуп ҳәа сгәалҭоит. Лмашьына дахцәажәауа илҳәеит. Амашьына иҭауҭәо абылтәы ахаҭабзиара акыр шаҵанакуа, насгьы ахылаԥшра бзиа шаҭаху. Чтобы не сталкиваться вечно с проблемами, которые возникают из-за некачественной солярки, я установила дополнительный фильтр. То есть вот это вот основной фильтр,
основной топливный фильтр, у которого внизу еще плюс есть датчик воды, потому что в каждом топливе все равно содержится какое-то количество воды. Он его отделяет. Но так как один фильтр может не справиться со всем этим, я поставила дополнительное. Как бы в комплектации это не идет. Это как бы каждый автолюбитель, он дополнительно сам ставит. Вот я как бы установила дополнительный фильтр. Я меняю масло каждые 7000 километров и меняю и фильтр. Тут дизельных ресурс масла 7000 километров. Вот через каждые 7000, 6 это вообще идеально, тоже от масла зависит. Нужно менять масло. Меняете масло, качественное топливо и все прекрасно. Ну, покажите нам, что где вот здесь. Я сейчас приму экзамен. Про топливный фильтр мы уже сказали. Вот. И форсунки. То есть у меня вот, например, 5-цилиндровый мотор. То есть из 5 состоит форсунок. Аккумулятор, понятное дело, это блок предохранителей, реле. Вот. Здесь находится, сюда заливают гидравлическую жидкость. Периодически открываю, смотрю, там уровень стоит или нет. Вот, бачок расширительный, есть антифриз, он у меня красного цвета, потому что рекомендуется красный цвет на дизелях. Воздушный фильтр здесь стоит, вот. Так что... Сейчас мы у оператора мужчины спросим, она все верно показала? Все верно? Антифриз полный? Антифриз до нормы, почему? Он не должен быть полный, да. Все, значит, вы точно разбираетесь. Да, вот здесь еще ремень, вот вентилятор. Ирацәоуп ари аҭыԥҳа иахьылнапыз лакәу, лхатәус, аҳәынҭқарра аус, аха зегь реиҳа лыԥсҭазаараҿы ихадоуп ҳәа илыԥхьаӡо агәы ҳалалратә еиҿкаарак иараз ацхыраара ахьалҭо ауп. Ахәыҷқәа ирызку, еиуеиԥшым акциақәа анымҩаԥырго, ауаа џьара игатәума, иаагатәума, Ельвира лмашьына еснагь агәы ҳалалраз ихиоуп. Егьа деилахазаргьы Ҟьараз аҟынтәи аҭел ианылзаслак, лусқәа зегьы ааныжьны уахь амҩа дықәлоит. Я стала волонтером еще, когда только-только Ашана открылась. Я еще там была волонтером. И моя такая первая, грубо говоря, вот практика, которая была, это вот, может быть, вы помните, Миша Эйна, такой был мальчик, и сейчас, в принципе, у нас с ним день рождения в один день. Вот, и мы поехали его поздравлять, он живет вообще очень далеко, в горах, и вот это в Сашана. И после этого я, когда приехала домой, я на самом деле вообще, это был еще день моего рождения, я очень перенервничала, я поняла, что на самом деле мы не ценим вот того, что у нас есть, и, это мы люди так созданы, в принципе, мы это увидим, мы сочувствуем, но потом опять возвращаемся в свое русло. И я вот через волонтерство вот, хочу помочь хоть как-то, чем я могу повезти, привезти, там, на Новый год что-то подарить детям. Я, в принципе, только это могу сделать детям, потому что я очень люблю детей, на самом деле, а малоимущие дети – это особенно плохо, как бы. Меня это особенно, меня больше трогает, когда у детей нет возможности. И что ты чувствуешь, когда ты понимаешь, что ты оказываешь помощь? Если честно, я чувствую радость. Вот я чувствую радость, что я смогла этому ребенку чем-то помочь. Когда у нас проходит акция, вот на 1 сентября у нас проходила акция, мы раздавали школьные принадлежности. Вот я видела, вот как дети хотят именно вот этот карандаш, там, или вот это, именно эту ручку. И когда они это получают, это же дети, они радуются. Вот я рада тому, что я могу принести вот такую им радость. И все. Кроме чувства радости ничего. Даҽакгьы, ари аҭыԥҳа аекологиа дызлаҭҳәало ала, еснагь аԥсабара ацқьара дазҿлымҳауп. Лыкәша-мыкәша зегьы цқьазар лҭахуп, уи аганахьалагьы илылшо ҟалҵоит. Ажәак алабас ауп ишыҟоу иахьатәи аамҭа иатәу аҿар бзиа. Рус рдыруеит, рхы иақәиҭуп, аӡәгьы инапы ианыԥшылом. Ҳҳәынҭқарра уаҵәтәи амш дара рнапы ауп изну. Уи зеиԥшрахогьы дара роуп издыруа.